Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте! День социального работника, профессиональный праздник работников сферы соцзащиты населения, который отмечается в Российской Федерации ежегодно 8 июня. Социальные работники первыми принимают на себя волну людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Гостья в нашей студии сегодня Елена Волкова, министр труда и соцразвития Республики Саха-Якутия. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну и вначале примите поздравления с вашим профессиональным праздником, с Днем социального работника. Вот расскажите, сколько у вас соцработников и кто идет в эту профессию? Мы на сегодня многопрофильная отрасль. Это и в действительности социальные работники, это те люди, которые непосредственно помогают людям на дому, в интернатных учреждениях. Это специалисты по социальной работе. Но у нас и на самом деле очень много и других профилей, других специальностей, которые неотъемлемой частью являются нашей большой работой. Это и медицинский персонал, и врачи, и средний, и младший, уходовый персонал. Конечно, это большой, у нас работает такая большая часть важная, как педагоги, которые работают с детьми непосредственно, с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Если говорить в целом, то только в наших подведомственных организациях Министерства труда у нас работает 5500 человек. Очень большой штат, действительно. А вот Министерство труда и соцразвития является одним из крупных ведомств региона, включающих в себя более 80 подведомственных учреждений. Вот чем они занимаются? Если быть точным, то в системе у нас осуществляет свою деятельность 85 государственных учреждений. И на сегодня мы курируем также и негосударственный сектор, который в последние годы достаточно активными темпами тоже вошел на рынок предоставления социальных услуг. Это и частные пансионаты. На сегодня уже пилотируют свою деятельность и негосударственные поставщики, которые работают в том числе теперь уже и на дому, и в полустационарной форме. Поэтому это достаточно большое количество как самих организаций, ну и разнонаправленность, конечно. У нас это и управление социальной защиты, это люди, которые непосредственно работают по назначению различных единовременных, ежемесячных выплат, различных мер социальной поддержки. Безусловно, специалисты управления работают по составлению программ социальной адаптации, это социальные контракты, это различная помощь при различных трудных жизненных ситуациях. Ну и, конечно, это помощь на дому, как я уже сказала, это различные учреждения, в которых люди проживают, которые нуждаются, конечно, именно в постороннем постоянном уходе и достаточно очень такой разноплановый у нас спектр нашей помощи. Социальная служба сегодня претерпевает большие изменения. Отдельные регионы внедряют в пилотном режиме различные технологии. И Якутия не исключение. Какие новые проекты внедряются у нас в республике? Здесь, конечно, хотелось бы отметить проект, направленный на внедрение технологии по сопровождаемому проживанию для людей с инвалидностью, в частности, с ментальной инвалидностью. Мы его начали в 2020 году, привлекли очень известных партнеров. Это и корпорация ВЭП, и ассоциация ГАРДИ, очень известная Санкт-Петербургская ассоциация родителей детей-инвалидов, которые в Санкт-Петербурге имеют большой опыт, уже практически 30-летний опыт по внедрению этой технологии. И, в общем-то, с 2020 года, благодаря поддержке главы республики Арсения Сергеевича, нам удалось войти в пилотный проект с использованием средств корпорации ВЭП. И на сегодня уже мы имеем определенные итоги, результаты, и даже уже приступили к масштабированию. И самое главное, чего мы достаточно долго ждали, это нормативное закрепление данной технологии. То есть сейчас уже федеральный закон, буквально в апреле месяце этого года были внесены соответствующие изменения, которые
теперь уже нам дают право развивать эту технологию уже не в пилотном режиме, а как уже на постоянной основе. То есть сопровождаемое проживание для людей с инвалидностью теперь должно стать неотъемлемой частью нашей работы. Поэтому мы готовились и мы внедряли, наши сотрудники учились, и реализация уже пошла, соответственно. Вот один из, наверное, наиболее таких вот пилотов, который на сегодня имеет очень серьезное для нас значение. Он направлен в первую очередь на то, чтобы это вообще стационарозамещающие технологии, направлены на людей, которые требуют действительно постороннего ухода или сопровождения, но все-таки она позволяет сохранить человека в семье, либо даже вывести его на самостоятельное проживание, но под постоянным сопровождением. Вот сколько государственных услуг населению предоставляет ваше министерство? Вот как удается предоставлять эти услуги своевременно? У нас на сегодня только по линии министерства 82 меры социальной поддержки. Они фактически являются государственными услугами. И, конечно, также являются, ну, так скажем, базовой нашей частью нашей социальной программы, направлены на поддержку, в первую очередь, это, конечно, семьи с детьми, многодетные семьи, это наши пожилые люди, это люди с инвалидностью, ну и, конечно, это работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Ну, то есть это те категории, которые по тем или иным причинам находятся в момент времени в трудной, непростой ситуации, и для которых мы должны подобрать набор мероприятий, каких-то услуг, возможно, которые помогут людям выйти из каких-то жизненных ситуаций. А вот как удается предоставлять эти услуги своевременно? Наверное, уже отлажена работа годами. Мы здесь, конечно, проводим достаточно такую большую работу, но не останавливаемся на достигнутом. У нас на сегодня, в первую очередь, мы, как говорим, ковид подтолкнул очень серьезно в 2020 году, когда мы массово начали переводить, ну, по тем услугам, по каким это возможно сделать, именно на формат беззаявительного способа предоставления. То есть наступил возраст, 70 лет, у нас есть региональная мера поддержки для таких, значит, наших граждан. Соответственно, сведения приходят по каналам межведвзаимодействия, и мы назначаем эту меру, и при наличии, допустим, реквизитов счета мы уже отправляем вот эту помощь непосредственно получателю. То есть вот таким способом нам удалось на сегодня перевести порядка 10 мер поддержки. Соответственно, у нас на сегодня есть достаточно серьезный план, мы продолжаем эту работу, и, конечно, она серьезно, с одной стороны, и облегчает труд специалистов, потому что исключается время на непосредственный прием, ну и самое главное, это обеспечивает быстроту принятия решения для самого получателя. Вот поэтому разные механизмы мы здесь рассматриваем, не только беззаявительные, потому что невозможно на все виды помощи установить вот такой беззаявительный способ, потому что разные меры поддержки имеют разное целевое назначение, ну и, соответственно, пакет документов, который необходим для этого. Но мы продолжаем работу по упрощению процедур. Вот. Это, конечно, в первую очередь и система единого окна. Все-таки стремимся, и это прописано в российской концепции, когда на базе многофункциональных центров должны быть сконцентрированы полностью все услуги, которые предоставляются так или иначе человеку. Вот. Отрабатываем с нашим МФЦ, рассматриваем возможность сокращения сроков рассмотрения как таковых. Но сейчас вся страна, в общем-то, вся социальная защита на рельсах цифровизации и функциональной трансформации. Буквально в этом году создан социальный фонд, и вот мы говорили уже о единых пособиях, которые были переведены на единые, в общем-то, правила игры
с тем, чтобы человеку не обращаться в разные инстанции, а теперь в едином порядке, только социальный фонд, он получает это пособие и одно окно, и понятные уже, в общем-то, порядки назначения. Ну и в любом случае с переходом на электронный документооборот все-таки эта система будет Конечно. развиваться, конечно, в будущем. Конечно. Вот мы знаем, что в прошлом году в республике успешно прошел год матери, вот под вашим кураторством, а в этом году вы являетесь ключевым министерством, проводящим уже год труда. Вот как он начался и какие основные мероприятия вот вы бы отметили? В год труда, безусловно, у нас реализуются мероприятия, в первую очередь, это повышение престижа и уважения к труду. Это вот как раз мы говорили и о премиях главы республики, мы их вручили, глава республики их вручил в преддверии 1 мая. 50 лучших тружеников были удостоены этой большой чести. Это, конечно, создание условий, достойных условий для сотрудников. Мы сейчас завершаем работу по созданию нормативно-правовой базы в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Это, конечно, вопросы охраны труда. Это немаловажные вопросы трудового воспитания. Это вопросы занятости, в первую очередь, на селе, среди молодежи и многие-многие другие. И вот на этой неделе мы проводим и уже провели достаточно большие мероприятия непосредственно уже для наших учреждений социальной службы, которые также направлены на укрепление корпоративной культуры, на развитие системы мотивации. Ведь не секрет, система мотивации заключается не только в заработной плате. Да? Это, понятно, очень важный, в общем-то, мотиватор, стимулирующий фактор, но есть масса других вещей, которые необходимо применять в трудовых коллективах. Мы, к примеру, в этом году вернулись, так скажем, к таким традициям, как доски почета. Во всех учреждениях появятся доски почета. Где-то они были, где-то нет. Сегодня они появятся везде. У нас будет с этого года введена единая книга почета по отрасли «Гордость социальной службы». Вот. Конечно, это вопрос повышения квалификации в первую очередь. То есть мы не можем сегодня говорить о каких-то высоких задачах, не имея квалифицированный, да, персонал. Вот. Ну и многие-многие другие вопросы. Ну, вот, пользуясь случаем, что бы вы пожелали своим коллегам в этот замечательный праздничный день? Я сегодня хочу пожелать своим коллегам, от себя лично и от всего нашего министерства, нашим коллегам по всей республике, всем нашим специалистам, которые непосредственно работают с семьями, оказывают необходимую поддержку, независимо от их профессиональной принадлежности. Все они являются социальными работниками с большой буквы, все они являются людьми особыми. Это нужно иметь характер, чтобы работать именно в той отрасли, которая первые, как вы сказали, приходит там, где есть какие-то определенные жизненные трудности. И, конечно, это как основная характеристика, это все-таки забота и милосердие. И хочу нашим коллегам пожелать крепкости духа, сил, здоровья всем самим работникам, их близким и родным, конечно, профессиональных успехов, ну и счастья во всех отношениях. Ну а мы, в свою очередь, хотим еще раз поздравить вас с профессиональным праздником. Елена Александровна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшего успешного развития вашего министерства и успешной работы на благо нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.